Ваше Преосвященство, дорогие владыки, всечестные отцы, братья и сестры, я сердечно всех вас приветствую на открытии выставки, посвященной богословским трудам святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла. Совсем недавно, 1 февраля, мы молитвенно отмечали 16-ю годовщину интронизации предстоятеля Русской Православной Церкви, нашего святейшего патриарха. Это событие стало добрым поводом еще раз обозреть путь, пройденный нашей Святой Церковью и ее предстоятелем за последние десятилетия и годы. С юных лет, подражая благочестивому примеру своих родителей, вдохновляясь ревностными трудами своего духовного наставника, преснопамятного митрополита Никодима Ротова, будущий первосвятитель избрал нелегкий, но спасительный путь служения Господу, святой Его Церкви и людям. Я хотел бы напомнить, что предстоятель нашей Церкви дважды посетил Великую Степь, дважды святейший патриарх побывал в Казахстане в январе 2010 года и в мае 2012 года. Первосвятительские визиты придали новые импульсы церковной жизни в нашей стране. Всем нам памятны освящение новопостроенного Успенского кафедрального собора, величественного архитектурного красавца в столице нашей Родины, а также административно-культурного центра имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые святейший патриарх сам осветил в Астане. Патриаршее богослужение в прекрасном соборе Вознесенском, кафедральном храме южной столицы, и посещение Никольского храма, где святейший совершил с иерархами, священнослужителями, совершил молебное пение. Недавно хотел бы вас всех поставить в известность, недавно пришло радостное событие. Святейший патриарх принял приглашение главы нашего государства, многоуважаемого Косым-Жомарт Кемелевича Токаева, о посещении столицы Казахстана, города Астаны, для участия в 8-м съезде лидеров мировых и традиционных религий. Ожидается приезд в страну предстоятеля церкви 17-18 сентября текущего года. Святейший патриарх – автор многочисленных ярких публикаций, докладов, выступлений. Им написаны целый ряд книг, в которых его святейшество излагает свои богословские взгляды, понимание ближнего и отдаленного будущего церкви и мира, делится видением мировых социальных и исторических процессов. Его письменные труды выходят за рамки религиозной тематики. Они отражают широкий спектр острых социальных, духовных, нравственных, культурологических проблем современной жизни человека. Оживляя древнюю традицию проповеднического слова, наш предстоятель, святейший патриарх, дает ей новое социальное звучание. Он открывает для слушателей и читателей язык универсальной проповеди, который понятен и людям малоцерковным, и людям светским. Святейший владыка смело высказывается в своих трудах по самым дискуссионным и острым проблемам, которые волнуют сегодняшних людей. Будь то международные конфликты, пандемия, цифровые технологии или искусственный интеллект. Слова и речи нашего патриарха, нашего первосвятителя являются основополагающими. Они выражают мнение полноты церковной по многим актуальным вопросам.
И их популяризация должна быть одним из приоритетных направлений нашей с вами духовно-просветительской работы в епархиях и на приходах. Необходимо знакомить прихожан, посещающих наши храмы, людей, интересующихся вопросами религиозной жизни, культуры и истории, с печатными трудами святейшего патриарха, нашего предстоятеля. Ведь ревностное служение святейшего патриарха Кирилла, явно свидетельствующее о глубокой преданности святителя нашей святой церкви, читая и слушая его мудрое слово, мы благодарим Создателя за дарованную возможность и радость быть очевидцами и соучастниками его деяний на ниве Господней. И пусть Господь хранит первосвятителя нашей церкви в его благословенных трудах, трудах созидательных, ко благу святого православия и ко благу нашей родной матери церкви. И мы с нетерпением будем ждать сентября, чтобы увидеть патриарха, встретиться с ним, чтобы он благословил народ Божий, проживающий на территории земли казахстанской. И сегодняшнее открытие выставки – это очень знаменательное событие. Еще раз повторюсь, приуроченное к 1 февраля, к дню интронизации нашего предстоятеля. Мои помощники потрудились, чтобы перед нами предстали замечательные фотокадры того, что совершилось, приездов патриарха, его служения. Поэтому благодарю отца Кирилла, благодарю отца диакона Илью Воробьева за проделанную работу. И, конечно, отца ректора, который принимал активное участие во всех этих делах. Спасибо, что вы пришли, что мы вместе с вами посмотрим на фотографии, на выставку и на результаты трудов больших святейшего, которые запечатлены в его изданиях и в его книгах. Спасибо.